По сообщению Центральной избирательной комиссии, сегодня за прозрачностью и честностью избирательного процесса наблюдают 641 международных наблюдателей. Среди них работают 532 наблюдателя от 10 международных организаций, 109 наблюдателей из 35 стран. Кроме того, в нашу страну приехали представители средств массовой информации из 38 стран мира. Сегодня на нашем информационном центре международные наблюдатели расскажут о ходе выборов. Первое слово я хочу предоставить вам, Дмитрий Аркадьевич. Пожалуйста, поделитесь своим опытом наблюдения в странах СНГ и по какому принципу избирается состав наблюдателей. Добрый день всем. Большое спасибо за предоставленное слово. Я бы хотел представить нашего координатора группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи стран Содружества независимых государств, госпожу Мансури. Я думаю, что в первую очередь, наверное, ей, как руководителю нашей группы наблюдателей, и следует предоставить слово, с вашего позволения. А я потом дополню все, что не будет сказано. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации. Сегодня наблюдение велось с раннего утра. Мы все видели процедуру открытия избирательных участков. Часть нашей группы работают по разным направлениям. Кто-то остался в Астане, часть группы наблюдают за ходом голосования в регионах республики. У нас была возможность ознакомиться с работой избирательных комиссий, посмотреть, как идет голосование, пообщаться с другими наблюдателями и увидеть настроение голосующих граждан. Хочу вначале немного рассказать о нашей группе. Наша группа международных наблюдателей прибыла в Астану в соответствии с приглашением министра иностранных дел Республики Казахстан. Она была сформирована, группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств для осуществления мониторинга, подготовки и проведения внеочередных выборов президента Республики Казахстан. В состав нашей группы входят 67 международных наблюдателей, среди которых сенаторы, депутаты, представители высших законодательных органов власти государств, участников Межпарламентской ассамблеи СНГ, эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств, участников Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Находясь в эти дни в Астане, на основании международных стандартов наблюдения мы проводим встречи, уже провели встречи с представителями обеих палат парламента, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и также с кандидатами и руководством штабов кандидатов на должность президента Республики Казахстан. Сегодня, в день голосования, мы в соответствии с индивидуальными маршрутами осуществляем мониторинг на избирательных участках в Астане, регионах Республики Казахстан, а также на других зарубежных избирательных участках, расположенных при дипломатических и консульских учреждениях в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Астрахани, Казани, Бишкеке, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Душанбе, в Ташкенте, Риме, Пекине, Сеуле, Бухаресте, Анталии, Стамбуле, а также в Париже. Хочу отметить, что наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи и Содружества независимых государств в своей работе руководствуются принципами политической нейтральности, беспристрастности, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений и оценок по отношению к участникам избирательного процесса. Ход выборов оценивается с учетом действующего законодательства
и общепринятых международных требований по организации и проведению свободных и демократических выборов. Спасибо. Благодарю. У меня вопрос к вам, Дмитрий Аркадьевич. Пожалуйста, расскажите, по какому принципу подбирается состав наблюдателей в Межпарламентскую ассамблею СНГ? Кто входит в группу? Ну, как правило, это сенаторы и депутаты парламентов, входящих в Содружество независимых государств, и таких абсолютное большинство. Также это эксперты нашего Международного института мониторинга развития демократии, их тоже много. Плюс это сотрудники секретариата Межпарламентской ассамблеи. В общем-то, вот 3 категории, из которых состоит наша группа наблюдения, которая в целом входит в миссию СНГ. Расскажите, пожалуйста, о ваших встречах накануне дня выборов. Ну, я думаю, что есть кому рассказать об этом. Пожалуйста. На основании международных стандартов наблюдения мы уже вот несколько дней находимся в Астане и провели ряд встреч с руководствами. У нас были встречи с руководствами обеих палат парламента, провели встречу с руководством Министерства иностранных дел Республики Казахстан, с Центральной избирательной комиссией. И встречи, также нам удалось провести встречи с некоторыми кандидатами и с их штабами. Да, вы знаете, очень хорошо, что эти встречи проходят, потому что мы узнаем для себя много полезной информации, в том числе и от парламентов, и от Центральной избирательной комиссии, куда сходятся все данные по подготовке, проведению выборов, по тем жалобам, которые поступают. Министерство иностранных дел, которое нас пригласило, точно так же рассказало о том, как организованы выборы в Казахстане, и иногда мы встречаемся и с силовым блоком, там прокуратура, в этот раз у нас не получилось по времени, но зачастую мы встречаемся с теми органами, которые еще смотрят за порядком. Это Министерство внутренних дел, это прокуратура, но Центральная избирательная комиссия в полной мере удовлетворила наши потребности в информации, поэтому большое им за это спасибо. Они как организаторы выборов все делают, еще раз хочу отметить, очень качественно. Спасибо большое всем средствам массовой информации за прекрасное освещение этой кампании. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.